события уходящего четверга, 19 мая, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Стартовал второй день Петербургского международного экономического форума. Узнаем, какие встречи предстоят делегации Якутии. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о защите русского языка. Он ограничивает использование иностранных слов на вывесках, рекламе и информационных знаках в общественных местах. В регионах России за 2,5 года исполнили более 920 соцконтрактов. Их общая сумма составила около 133 миллиардов рублей. Русский театр имени Пушкина завершает свой 134-й сезон. Премьера спектакля «На семи ветрах». Расскажем подробности. Грозы с сильным ветром прогнозируют в Якутске и центральных районах. Вместе с этим в республику постепенно возвращается летнее тепло. В регионах России за 2,5 года исполнили более 920 соцконтрактов. Их общая сумма составила около 133 миллиардов рублей. С января 2022 года по май 2024 исполнили 924 соцконтракта на строительство объектов здравоохранения, образования, спорта и культуры по нацпроектам. Это 37,4% от общего числа рассмотренных счетной палатой закупок. Всего были проанализированы 2500 закупок общей стоимостью 676 миллиардов рублей. Не зря говорят, реклама – двигатель прогресса. Едва ли можно пройти по улице и не наткнуться хотя бы на одну вывеску или плакат. Против засилья англицизмов в рекламе давно выступила Государственная Дума. В чем суть закона и как предприниматели Якутии относятся к нововведениям, в следующем материале. На днях из-под пера депутатов Госдумы вышел закон о защите русского языка. Теперь официально реклама, этикетки и вывески не должны содержать иностранных слов. Так что никаких сейл и шоп, только распродажа и магазин. Работа над законопроектом велась еще с 2023 года, а при его составлении учитывали мнение региональных парламентов. За 1,5 года Ильтумен отправил в Госдуму 12 правок, 11 из них отражены в законе. Парламентарии Якутии изменениями остались довольны, ведь за национальными республиками оставили право самостоятельно регулировать вопросы языковой политики. Появились строки о том, что субъект сам может принимать законы по тем изменениям, а также может сам же установить положение об использовании официальных языков народов, коренных народов Севера в местах их компактного проживания. Якутские предприниматели новыми требованиями озабочены. Замена одной вывески влечет за собой немалые финансовые траты. Однако владельцы бизнеса важность принятого закона понимают и готовы следовать его букве. Любая смена вывески – это очень дорогие, вложения, от 50 до 500 тысяч. Да, сейчас такие суммы у нас затрат на смену вывески. И вот в этом плане они как раз осуществляют свои тревоги, беспокойство. Но самое главное, чтобы правильно им донесли. Я считаю, что эти меры, они все-таки необходимы. Конечно, это не только же придираться к предпринимателям, да, или прочее. Есть послабление, есть говорится о том, что если у тебя товарный знак, и ты его защитил, ты вправе его дальше использовать, никто это не ограничивает. Чтобы выяснить, как обычные якутяне относятся к иностранным словам в публичной сфере, мы вышли на столичные улицы. Не против. Вообще без разницы. Конечно, мы русские люди, лучше на русском разговаривать. И названия, чтобы были на русском. У нас сейчас английский язык, в принципе, в обиходе везде присутствует. Международный язык. В обиходе все равно будет использоваться и молодежью, и школьниками. Или якутский, или русский. Мы живем в России, в Якутии. Вот когда говорят «окей», «чао», да, мне становится как-то смешно. Закон вступит в силу в марте 2026 года. Перемены коснутся не только рекламы. Например, названия новых жилых комплексов тоже должны быть написаны кириллицей. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в закон об ОСАГО. Согласно ему, выплата при оформлении европротокола, то есть без участия ГИБДД, вырастет с нынешних 100 тысяч рублей до 200 тысяч. Мелкие аварии без вызова ГИБДД оформлять станет выгоднее, только обязательно при этом фотофиксация. Объясню, как это будет работать. Если была проведена фотофиксация аварии, материалы поступили непосредственно страховщику, и при этом у водителей нет претензий друг к другу, то пострадавший может рассчитывать на выплату в размере 400 тысяч рублей.
Если фотофиксация имеется, но есть и споры, то по новому закону пострадавший может претендовать на 200 тысяч рублей. Если согласие есть, но нет фото-видеофиксации – 100 тысяч. Ставшая пристанищем для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, социальная столовая «Графский берег» работает уже 8-й год. С момента ухода первооткрывательницы Ирины Гузовой из жизни руководитель столовой стала младшая дочь Марина Тугова. С какими трудностями ей пришлось столкнуться и почему социальной столовой, возможно, придется закрыться, расскажет Даяна Федорова. Сегодня борщ из местной говядины. С самого раннего утра от чистого сердца Марина Тугова готовит горячие обеды для нуждающихся. Среди гостей пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи и наша съемочная группа. В социальной столовой в настоящее время питаются 52 человека по вторникам, четвергам и субботам. Каждый день меню разнообразное. Так, например, сегодня нам подали борщ и прекрасную гречку с мясом. Еще есть салат, но его быстро разобрали. Суп очень вкусный. Люди приходят не только пообедать, но и пообщаться. За годы своего существования учреждение превратилось из простого общепита в социально ориентированную НКО. В столовой регулярно проходят различные мероприятия. Были и танцы, и манцы тут, значит. Ну, отлично. Я хожу сюда 5 лет. Меня подруга привела. А в работе столовой помогают как предприятия, так и неравнодушные якутяне. Мужчина в том месяце привез 6 кур. И нам этого хватило почти на полмесяца. Однако столовая сталкивается с финансовыми трудностями. Помещение требует капитального ремонта, а закупка продуктов становится все более сложной задачей. Добавляет проблемы и то, что отсутствует газовое отопление, из-за чего столовую, возможно, придется закрыть. Из-за того, что здесь слишком слабая ветка, а ту ветку, которая вот там застройка, ее сейчас убрали. То есть ждите, когда закончится стройка, начнется подвод их коммуникаций, тогда и поговорим об этом. Но опять же, разговор идет о том, что никто бесплатно-то тянуть эту ветку не будет, а это я тоже так думаю, что не меньше, наверное, 1,5 миллиона. Столовая работает 3 дня в неделю. Ее работники готовы угостить вкусным обедом всех нуждающихся и напоминают, что проект нуждается в пожертвованиях. Я бы хотела обратиться к правительству республики. Пускай они откроют такое место для людей. Я думаю, что 8 лет нашей работы именно нашей, доказали то, что такой проект нужен. В среднем за месяц столовая изготавливает около 550 полноценных обеденных порций, а за год этот показатель достигает отметки в 7,5 тысяч. Такие цифры говорят о том, что столовая продолжает дарить тепло многим людям своей доброй миссии. Дай ей Бог здоровья, счастья, везения. Даяна Федорова, Виктор Дьячковский, Якутск. История Республиканского центра содействия семейному воспитанию началась в 1924 году. На протяжении сотни век учреждение менялось, исходя из запросов времени. Так, последние 9. Центр располагается в комфортабельном и просторном здании со своим сосновым бором. О работе центра расскажет Вероника Таюрская. Сегодня в Центре содействия семейному воспитанию находится 84 ребенка в 10 группах. На попечении дети до 7 лет и тяжелобольные воспитанники до 18 лет. Все дети уже пришли в период адаптации, уже спокойно с нами контактируют. В основе деятельности у нас, конечно, игра. Вот сейчас вот даже мы находимся в игровой комнате, где дети ознакомляются с профессиями. Также, конечно, у нас занятия проходят различные. В центре есть свои соляная комната и музыкальный зал, кабинет массажа и зал ЛФК, бассейн и гидрованны, а также теплицы. Но как бы здесь ни было хорошо, каждый ребенок мечтает вернуться в кровную семью или обрести приемных родителей. Ребенок, когда попадает к нам в учреждение, родители обращаются непосредственно к нам. Мы переговариваем, ведем консультативную работу, передаем перечень документов, которые они должны собрать. И после этого, как все предоставляется, мы передаем детей в семью. Кандидаты забрать детей, конечно, в первую очередь они должны обратиться в отдел опеки. Департамент опеки и попечительства, собрать пакет документов также, и после этого уже начинается подбор ребенка.
Перед усыновлением или удочерением каждый кандидат должен пройти обучение в специализированной школе при центре. С потенциальными родителями на протяжении 6 занятий работает психолог. Самая главная задача для нас – это подготовить граждан к приему ребенка. Самое главное для нас, чтобы люди были готовы работать, воспитывать ребенка. Ведь это очень сложно – принять чужого ребенка, а потом его воспитать и полюбить как своего. И мы готовим к этому родителей. Центр семейного воспитания принимает активное участие в соискании грантов. В прошлом году при поддержке Минпросвещения России и в рамках национального проекта образования был реализован один из них, а именно проект «Камелек». Выиграли федеральный грант на оказание консультативной психолого-педагогической работы с родителями, законными представителями, в том числе имеющих или желающих взять на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Более 10 тысяч консультаций проведено с родителями, законными представителями, специалистами нашего центра. И это, безусловно, дает положительный эффект по тому, чтобы устройство детей в семье в Республике Саха-Якутия было на хорошем уровне. В мечтах у сотрудников центра содействия семейному воспитанию, чтобы их подопечные побыстрее вернулись в кровные семьи или обрели приемных родителей. Вероника Таюрская, Владимир Павлов, Якутск. К другим темам из Владивостока открываются новые направления для туризма в страны Азии. После запуска программы рейсов во Вьетнам теперь доступны интересные путевки в Китай, которые позволяют объединить посещение нескольких городов в одном путешествии. Программа тура включает посещение нескольких знаковых мест, проживание, трансфер, визу, завтраки и даже страховку. Это стало возможным благодаря близости Владивостока к китайской границе. Важно отметить, из Владивостока постоянно открыты путевки на пляжный отдых. Цены зависят от сезонности и заполняемости рейсов. Туроператоры рекомендуют заранее приобретать билеты, чтобы воспользоваться лучшими предложениями. С каждым годом туризм в городе трансформируется, становится еще более доступным. Вообще сезон начинается, прям сезон в июне. После каникул начинаются школьные каникулы, и все едут отдыхать. В основном это Китай, потому что приграничный, потому что рядом. Сейчас с Владивостока отправляются прямые вылеты по стране, по Китаю. И очень популярное направление. 2 часа и в Харбине, 2 часа и в Пекине, 6 часов и в Сиане на терракотовую армию, горы Джанцзэцзэ. Все это доступно. Сейчас комбинируем туры. Очень-очень много направлений по Китаю. Из Владивостока перенесемся в Петербург. В северной столице второй день работает Петербургский международный экономический форум. Якутия традиционно принимает в нем участие. Уже подписано сразу несколько соглашений о сотрудничестве. Прошли и международные встречи с почетными гостями страной этого года, королевством Бахрейн. ПМФ – важнейшая площадка для мировой экономики. При этом на форуме говорят не только про финансы. О чем еще знает Айсена Бурнашова. Петербургский международный экономический форум проходит в экспофоруме. Это более 210 тысяч квадратных метров. Для оценки масштаба приведу пример. Сюда могут вместиться 30 футбольных полей. Деловая программа форума проходит в разных павильонах. Вот они расположились вдоль общего холла. Сегодня здесь не протолкнуться. Все участники, 20 тысяч гостей, прибыли в экспофорум. Разные цифры, разные павильоны, а значит и разные мероприятия. В павильоне регионов прошла встреча с Хакассией. Подписали соглашение о сотрудничестве. Регионы будут расширять связи от торговли до инноваций. Далее Башкортостан. Также подписали соглашение о сотрудничестве. Креативная индустрия. В первую очередь мы ожидаем, что самые близкие эффекты, которые мы ожидаем, это то, что наши фильмы будут прокатываться в Башкирии. Их фильмы мы готовы прокатывать у нас в республике. Ожидаем, что будет, возможно, и совместная продукция, совместные кинофильмы. Ну и по музыке уже есть прецеденты, когда их музыкальная группа уже снимали клипы в Якутии и также договорились о выпуске совместных треков. На бумаге закрепили и взаимоотношения с Банком России. Стратегическое соглашение. Сейчас наша делегация готовится к переговорам с представителями Беларуси. Уже прошла рабочая встреча с представителями Кыргызстана. Программа второго дня работы на ПМФ насыщенная. А главное событие ожидается завтра. Пленарное заседание, на котором выступит президент страны Владимир Путин. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. Ну а в Якутии тем временем подвели итоги республиканского этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0». Выявление победителей и призеров проходило в 14 дисциплинах в 4 возрастных категориях. Подробности в следующем сюжете.
Участие в военно-патриотической игре приняли 13 сильнейших команд из 12 районов республики и города Якутска. Соревнования проходили в течение 3 дней, где участники показали свои личные навыки и командную работу. Так, на лидирующие места по итогам первых 2 дней выбились команды Невингвинского, Верхневилюйского и Хангаласского районов. Мы к этому давно уже готовились, начиная со школьного этапа. Мы уже знали то, что мы можем. У нас будет такая возможность поучаствовать на региональном этапе. Мы подходили вообще к подготовке очень ответственно. Каждый понимал, что он будет делать. Мы с моим напарником-медиком выложились на все 100. Я планирую в будущем стать медицинским работником. Мне очень нравится эта сфера, поэтому я считаю, что проявить себя в таких мероприятиях, как «Зорница 2.0» с ролью медик для меня будет чудесным опытом. Решающий этап игры «Зорница 2.0» – это встречный бой с использованием снаряжения из лазертага. Самая главная цель команд – это уничтожение всех оппонентов вражеской команды. Раунд тактической игры проходил в течение 7 минут. На поле располагались надувные элементы, за которыми можно было укрыться. Выбывшего определял специальный датчик на голове. Он поднимал свой автомат над головой, а после уходил с поля. Помимо этого, в программу «Зорницы» вошли строевая и огневая подготовка, военно-тактические игры, управление беспилотником, военно-полевая медицина, основа радио, химио и биологической защиты, а также состязания командиров команд. По каждой дисциплине все равно есть определенные маленькие проблемы, потому что любой такой критической ситуации, да, дети начинают, конечно, паниковать и делать ошибки. И получается, вот это дело надо довести до автоматизма, чтобы таких ошибок не было. Отметим, что военно-патриотическая игра «Зорница» проводится уже в 4-й раз, и в этом году ее этапы в республике объединили порядка 25 тысяч юных якутян. Каждый район уже готовится к «Зорнице 2.0 более тщательно и отправляет инструкторов, и классных руководителей на обучение. И в этом году мы сильно отмечаем улучшение качества подготовки наших ребят. По итогам состязаний 1-е место заняла команда Верхневилюйского района. 2-е место заполучил Хангаласский район, а на 3-е место вышли представители из Мирного Улуса. В дальнейшем команда победителей представит Якутию уже на дальневосточном этапе игр 4 июля в городе Биробиджан. Тимур Калмогоров, Алита Махно, Якутск. Уже в выходные на следующей неделе состоятся игры Дыгына, самый престижный турнир Якутии по национальному многоборью. Участники выявлены, фавориты известны, но кто будет обладателем титула чемпиона в этом году и 3 миллионов рублей, станет известно в острой борьбе. Претендентов на победу в этом году достаточно. Организаторы внесли изменения по количеству участников игр. Теперь их 16 сильнейших, которые прошли целых 3 полноценных этапа отбора. Согласно рейтинговой системе, определили обладателей путевок в финал. Все участники показали себя по-разному на отборочных турнирах, но на играх Дыгына все выложатся на 100%. Русский театр имени Пушкина завершает свой 134-й сезон премьерой спектакля «На 7 ветрах» по сценарию Станислава Ростоцкого и Александра Галича в инсценировке режиссера Дмитрия Бурханкина. Премьера приурочена к 80-летию Великой Победы. На репетиции постановки побывал и мой коллега Александр Хавренко. За кулисами театра, как на военных сборах. Все актеры в гимнастерках, солдатских ватниках и шинелях. Слышны звуки затворов автоматов и винтовок. Труппа готовит для зрителей новую большую постановку о Великой Отечественной войне. У нас была идея взять материал, который посвящен именно Великой Отечественной. И не простой материал, а именно материал, который повествует весь период от начала до, фактически конца Великой Отечественной войны. Перипетии через одну главную героиню. Но она не одна. Мало того, локация – это дом, через который проходит очень много событий, связанных с разными людьми и конкретно с главной героиней. Роль главной героини, Светланы Ивашовой, досталась Дарье Рокачевой. Актриса тщательно готовилась к этой роли, стараясь передать на сцене взросление своего персонажа. Мне интересно ростом персонажа. То есть у нас здесь показана вся война, весь период войны. И вот получается этот
моя героиня, как она прожила, какой путь она совершила от той девочки, которая была в начале, девушкой, которая она стала уже в конце спектакля. Вот этот рост личностный и сила духа ее только укреплялась. И таких людей немного, как мне кажется. Вот, и прожить такую жизнь на сцене, я считаю, это дорогого стоит. Одну из главных мужских ролей, военного корреспондента Вячеслава Суздалева, исполняет Степан Федоренко. Актер понимает, какую ответственность несет в себе постановка о Великой Отечественной войне в стране, где нет семьи, которую бы она не затронула. Хочется как-то, чтобы люди, которые бывали в таких ситуациях, чтобы они не чувствовали себя какими-то обманутыми, что ли, так сказать. Не хочется перед ними врать. Не хочется врать перед ветеранами, там, перед моим дедом, которого нет, но все равно как-то и чтя его память, хочется как-то все это показать. Ну, не правдиво все-таки у нас театр, но искренне и от чистого сердца. Спектаклем «На семи ветрах» театр завершает свой 134-й сезон и уходит на летние каникулы. Те, кто не успеет посмотреть постановку в премьерные дни, сможет увидеть ее уже осенью на открытии 135-го юбилейного сезона. Александр Хавренко, Виктор Дичковский, Якутск. В пятницу, 20 июня, днем в Якутске, Намском, Горном, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усялданском, Амгинском районах ожидаются грозы с порывами ветра до 15-18 метров в секунду. В Жиганском, Кобяйском районах прогнозируют дожди, местами сильные. В Оленёкском, на севере Мирнинского района будет сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. В Якутске завтра ночью температура воздуха плюс 9, плюс 11, днем потеплеет до плюс 20-22. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Но я с вами прощаюсь. До встречи.